Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. В окружной администрации города Якутска состоялись публичные слушания изменения генерального плана столицы Якутии. Здравствуйте. Вы с картой пришли даже? Что вас там вот интересует? У нас карта, специально подарили. Вот, пожалуйста. А какой вопрос? Хотите карту снять? Да. Это как газ будет, мне специально подарили. Да? ГРС. Чтобы людям объяснила. За мной 1800 человек печку тупит, и вот за них хожу. Это какой район? Намский тракт, 13 километров. Правая сторона. Правая сторона. Дача 1 и дача 2. У нас смена зоны. Почему-то наши участки попали в производственную зону, и мы теперь построиться не можем. Это какие участки? Это Мархинка 2/1 за тех участком находится, 50 лет советской армии. А раньше они какие были? А раньше они были, видимо, нормальные, но в 2015 году мы случайно узнали. ИЖС, мы покупали дом, был под ИЖС, и везде стояли таблички «Водоохранная зона». А теперь все, зона Б3 у нас. Ни продать, ни газ провести мы ничего не можем, ни построиться не можем. Вообще бесправные собственники. Председателем публичных слушаний стал главный архитектор города Якутска Семен Афанасьевич Сергеев. Семен Афанасьевич не стал проводить разъяснения по изменениям генерального плана, он сразу перешел к присутствующим и их вопросам. И Моисеевка. Просим рассмотреть приложение замечаний к проекту. Жители Платова, Яринка и Моисеевка категорически против отношения наших зон ИЖС под зону сельскохозяйственного использования. У меня на руках карта, где вот здесь на ИЖС отнесены к сельхозиспользованию. ИЖС у нас все. Внутри населенного пункта у вас ИЖС. Что предлагаете? Вот с такими оставить. Если у вас ИЖС, то этот вопрос не надо ставить. Ну там по карте у нас отмечается расширение, изменения получается. В проекте генерального плана там указано ИЖС. Да. Хорошо, принято. Сегодня мы с вами уже встречались, мы хотим просто вам напомнить, чтобы вы не забыли нас внести в протокол Мархинка 2/1. Мы просим изменения зоны с П3. Ну, в идеале, конечно, ИЖС, но мы будем согласны на комбинированную зону, где будут соседство, так сказать, себе две зоны, чтобы нам разрешили строительство дома. Спасибо. Хорошо. Этот вопрос очень долго обсуждался. Депутаты уже этот вопрос держат на контроле. И кто сейчас в данное время проживает на территории и владеет частным участком, по этому вопросу мы предложили установить комбинированную зону. То есть правила землепользования дальше будет определяться. Будет сложена там промышленная база или вид использования, который на сегодняшний день используется. Поэтому те граждане, которые там проживают, если правила землепользования поменяем, то могут уже строиться. Здесь у кого такие вопросы, тоже можете объединиться. Будем группировать и вопросы. Публичное слушание — это когда в зал приходят и высказываются здесь открыто. И такие слушания у нас с таким полным залом проходят очень редко. Сегодня вот такой документ стратегического направления, поэтому вот столько у нас заинтересованных лиц, которые высказывают свое предложение по проекту генерального плана. Вкратце по изменениям генерального плана могу сказать следующее. У нас появятся новые территории в городе Якутске. Это земельные участки для многодетных, они уже входят в план. Появятся новые 2 объездных дороги, а также пройдет трассировка железной дороги. Но в связи с этими изменениями очень много изменений с точки зоны землепользования. То есть какие-то участки перейдут в ИЖС, кто-то перейдет в сельхозназначение. Главный архитектор города Якутска Семен Сергеев достаточно подробно отвечал на вопросы присутствующих горожан.
Дело в том, что в публичных слушаниях они вносили свои предложения. И эти предложения были достаточно простые и понятны. Вот строили дом в Сатале, у меня такой вопрос. Какие квартала Сатала могут рассчитывать на изменение территориальной зоны, предусматривающей индивидуальное жилищное строительство, да? С учетом планируемых изменений генплана? Такой вопрос. Вы с правлением Сатала общаетесь? Нет, не общаемся. Сон Сатал. Мы с одного ограниченного количества товарищей Сатал просим внести изменения в генеральный план городского округа в городе Иркутск в части установления функциональной зоны. В отношении наших земельных участков и кварталов это 9, 10, 11, 12 и молодежный квартал и частично вдоль водного объекта кварталов с 1 по 8 согласно предложению схемам. Ну, сами знаете, вот с 2008 года создан, и в течение 14 лет мы провели очень много работы, и он Сатал действует согласно ПЗ 217. Давайте я немножко прерву вас, потому что участников очень много. Мы ваш вопрос знаем. Вы заявление, вы свое описание сейчас представили, мы вас ваше предложение в протокол включаем. Дальше на комиссию выносим. Хорошо, наше заявление мы уже подали, Дарья Романовна подала, и все принято в бумажном виде и электронное. Все, по Саталу больше вопросов не должно быть. Все вопросы решаются вместе. Категория земли, вот это полностью автоматом может измениться. Чтобы люди без беготни, без толкотни, чтобы получили все ИЖС из этих 3 пунктов. А без ИЖС наша сторона вообще 1800 человек топит печку. Зато я кураторством занимаюсь. И сколько можно топить эти печки? Потому что людям не дают ИЖС. Кто в жилой делает, кто за деньги от 12 до 18 тысяч. Это оформление. И ИЖС никому не дают. В нашем районе по федеральному разреестру одна могла ИЖС. Больше никого нет. Почему так? Вот этот вопрос можно написать заявление, это будет в протоколе? Сегодня подошли в основном те, которые имеют интерес к развитию новых территорий. Больше вопросов всегда задают по новым территориям, да? И когда комплексно нет подхода, да, к таким территориям, тогда решения принимаются неправильно. Вот на сегодняшний день действительно правильно задаются вопросы по социальным объектам. Вот новые территории, которые мы перевели ранее, да, надо признать о том, что правая сторона Покровского тракта действительно, когда переводили зону в генплане, не учли о том, что земельные участки под социальные объекты должны были переданы городу, допустим, да, для строительства объектов. Ну, на сегодняшний день мы же видим, да, слышим, что некоторые участки собственников были ограничены, и они через суд меняют это назначение, и все равно через какое-то время, через определенное время эти участки, они уже будут, не сохраняются за строительством социальных объектов. И вот когда идет речь об освоении новых территорий, вот эти вопросы должны решаться уже сегодня. Так как от этого зависит условия проживания населения на этой территории. Вот я по Хатасам сразу же озвучил позицию главы, да, о том, что до совместного комплексного решения всей территории вопрос по генплану не может быть решен. Это действительно так. По Саталу такая же ситуация. То есть, если не будет социальных объектов на территории, да, зона не будет изменена. Поэтому граждане, которые там проживают, должны понять.
Публичные слушания завершились, и о дальнейших планах утверждения генерального плана города Якутска расскажет главный архитектор. Когда принимается генплан всего городского округа, конечно, вот много моментов, которым необходимо дорабатывать. Поэтому вот дается такая возможность. Ну, кроме публичных слушаний, еще есть согласование Федеральной информационной системы. Это ФИГИС-ТП называется. Там уже проходит согласование с федералами и с республиканскими властями. Этот документ, в эту систему мы документы уже загрузили и ожидаем месяц до поступления замечаний. И эти замечания тоже мы должны отработать. Принимаем решение или принять, или направить на доработку, или не соглашаться, допустим, да, тогда организуется согласительное совещание. Ну, после этого уже документ будет утверждаться на апрельской сессии. Ну, время осталось, конечно, мало, но все эти процедуры мы за этот период должны быстро сделать. После утверждения генерального плана города Якутска это будет уже наша настольная книжка по землепользованию и строительству и развитию столицы Якутии. Хочу сказать о том, что многие ждали утверждения этого генплана. Мы наконец-то подходим к этому процессу утверждения и желаю, чтобы быстро приняли эти изменения и чтобы эти изменения вступили в силу. И если есть какие-то ограничения у жителей из-за того, что не соответствуют градостроительные документы, и чтобы скорее люди получили возможность освоить свои территории, строиться, и жить комфортно. Если вы желаете узнать об изменениях генерального плана города Якутска, то смотрите их на YouTube-канале Округ ТВ и на сайте Округ ТВ. Главный архитектор Семен Сергеев расскажет об этих изменениях. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.